Некогда в горах Восточной Грузии стоял монастырь в начале XIX века. Когда Грузия вошла в состав Российской империи, монастырь процветал, потом пришел упадок, обветшал, и лишь седой старик-сторож охранял старые могилы сибирских кладбищ. В дни процветания мимо монастыря проезжал русский генерал. С собой он вез пленного мальчика лет 6, дикого, пугливого и слабого. Мальчик давно строился в пути и тяжело заболел. Но в нем мучительный недуг развил тогда могучий дух. Его отцом без жалоб он томился даже слабый тон, из детских губ не вылетал. Он знаком пищу отвергал и тихо гордо умирал. Всех избегал, тосковал по родине. Но затем привык к неволе и научился понимать язык. Старый монах сел в себе, как он сам стать монахом, но однажды ночью исчез. Благодарю. Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного правды вам узнать, а душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену, ведь жизни мог бы поменять на такую неполную тревогу. Я поменял бы, но я знал одной лишь только власть, одну, но страсть, но я знал одной лишь только власть, одну, но пламенную страсть. Она как червь во мне жила, изгрызла душу и сожгла. От келий душных и молитв, но чудный мир тревог вид, где в скалах прячутся тучи, где люди больны, как оглы. Я эту тоску я родился в земле чужой, умру рабом и сиротой.
Летние жары покорили тенью золотой, лицо и грудь его резной, дышала пусть ее щек. И мрак очей был так глубок, как поклон и тайна любви, что думы плыли мои, светились они. Воспоминания об этих чудесных минутах сын сохранил до самой смерти и хотел, чтобы они умерли вместе с ним. Нет.